преддверии Дня Победы ветераны посещают множество мероприятий. Дни до 9 мая буквально расписаны по часам. Но здесь, в реабилитационном центре, встреча детей и стариков более чем символична. Эти малыши мало знают о войне и врагах, но бороться за свою жизнь ребята начали еще с пеленок. Каждому из них при рождении врачи поставили разные, но неутешительные диагнозы. На больничной койке они проводят больше времени, чем в песочнице с друзьями. Да и праздников в жизни мало. А потому к сегодняшнему событию готовились тщательно и с энтузиазмом. Чтобы больше не было войны. Сколько люди жизни положили. Все об этом помнить мы должны. Они забывают слова, но зрителям все прощает. Ветераны умиляются застенчивости выступающих. Подготовили номера и работники центра. Не обошлось и без традиционного гимна победителей, который сопровождает День Победы во всех странах СНГ. Вот уже более 40 лет. Такие мероприятия тоже часть программы реабилитации. Детей учат не бояться общества, быть уверенными в себе, да и просто отвлекают от недуга. Таким образом мы раскрепощаем наших детей, чтобы свое свободное время они проводили в нашем отделении. У нас каждый год это мероприятие проходит, мы об этом не забываем. День Победы нужно каждый год отмечать. Поддержать особенных детей приехали и участники российского движения школьников. В рамках вечера волонтеры Победы провели акцию «Георгиевская лента». Мы хотим напомнить людям о том, что есть люди, которые боролись за наше светлое будущее. Это ведь наши ветераны. Мы должны помнить, что именно они дали нам светлое будущее, в котором мы сейчас живем. После официальной части никто не расходится. Все хотят пообщаться с ветеранами. У каждого должно быть фото с героем. А для Инуса Сагова главное успеть сказать свое искреннее спасибо фронтовикам. Скоро 9 мая. Я хочу поздравить ветеранов, сказать им большое спасибо. Ветераны всегда желают младшему поколению мирного неба. Но, наверное, только они по-настоящему понимают смысл этих слов. Я бы пожелал им, чтобы они не видели то, что мы видели, что мы встречали. Чтобы они не видели. Дай Бог им яркое солнце, теплый дом и всегда радовались в своей семье. Зарима Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.